Из Нюрбинского района в зоне СВО находится более 300 военнослужащих. Часть из них была призвана по мобилизации, а часть заключили контракт. С первых же дней начала спецоперации в районе была создана специальная комиссия, которая курирует военнослужащих и их семей. Был создан фонд в поддержку своих земляков, из средств которого для ребят на линии соприкосновения приобретается необходимое, начиная от дронов, заканчивая средствами радиоэлектронного подавления. Сам глава района не раз выезжал на территорию Украины, чтобы лично встретиться с военнослужащими из Нюрбинского района и передать гуманитарную помощь. Но всего с начала мобилизации администрацией района организовано 7 выездов на территорию Украины. Всего в фонд поддержки внесено более 10 миллионов рублей. Это от граждан, уроженцев Нюрбинского района, предпринимателей, организаций. И вот в течение всего времени направлено на территории нашим военнослужащим 5 автомашин, 7 мотоциклов. Ну, как организовываем работу в основном, да? Мы собираем заявки от наших военнослужащих и по этим заявкам стараемся выполнить заказы, именно то, что нужно вот нашим парням. Так вот из фонда мы закупаемся обычно в Москве оборудование, то, что вот заказали военнослужащие. Кроме самих ребят на передовой, особое внимание уделяется их родным и близким. Будь то администрации наследов, будь то молодежь района, предприниматели, организации оказывают всестороннюю помощь, чтобы хоть как-то они почувствовали поддержку, знали, что они не одни. Предприятия и организации выходят на субботники по заготовке дров, льда для семей участников СВО. Помимо этого, в районе был создан комитет семей воинов Отечества, который сопровождает семьи военнослужащих по разным вопросам. В декабре позапрошлого года я познакомилась с Мариной Константиновной Бахилиной, руководителем комитета семьи воинов Отечества Республики Саха-Якутия. И с тех пор мы начали работу в данном направлении, именно это оказание всесторонней поддержки семьям, в частности женам. И уже летом прошлого года во время проведения республиканского молодежного фестиваля «Мосустар» в Нюрбу приехала представительная делегация, да, из разных отраслей и сфер, и в том числе впервые, да, особое внимание во время фестиваля было уделено именно патриотике, патриотической теме. И к нам в Нюрбу приехал герой России Игорь Юргин, Марина Константиновна Бахилина тоже приехала. И они вместе провели большую площадку под открытым небом, которая собрала большое количество участников не только с нашего района, но и соседних улусов. С тех пор, в это время, да, в этот приезд Марина Константиновна, я познакомила их с объединением жен военнослужащих «Нюрбинские подснежники». Девочки пришли, познакомились, рассказали о своей работе, о своей деятельности, целях и задачах. И после этого началось сотрудничество, тесное сотрудничество комитета семьи воинов Отечества с Нюрбинскими подснежниками. А также Марина Константиновна побывала в волонтерском швейном цехе «Кюмскель», тоже познакомилась с нашими волонтерами, с руководителем Галиной Дмитриевной Федоровой. И с тех пор тоже начали активно сотрудничать. В поддержку земляков по инициативе жен участников СВО был организован автопробег. В рамках этого мероприятия были проведены мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, пошив обмундирования и теплых вещей для бойцов СВО. Кроме этого, организовываются акции по сбору книг, книги Донбассу, письмо солдату, письмо папе и многое другое. Одним из таких крупных последних мероприятий комитета можно отметить проведение автопробега «Надежный тыл. Путь к победе». По идее,
по инициативе руководителя нюрбинских подснежников Плотниковой Варвары Георгиевны. Но надо отметить, что данный автопробег проводился в рамках декады, посвященной Дню матери, и поэтому все активные женщины, женсоветы Наслегов, женсовет района объединились и, понимая, что во время специальной военной операции надо внести какой-то вклад, приняли самое активное участие в этом автопробеге. Так, Галина Дмитриевна, да, вот руководитель цеха Комискель, провела в каждом наследии мастер-классы по пошиву, по раскрою специальной одежды, да, какой-то для белья, например, для нужд раненых в госпиталях. И после этих мастер-классов в каждом наследии наши активные женщины, наши бабушки, даже дети, да, начали шить вот эти вещи нужные. Дети шили большое количество белых медвежат, оберегов, которые сразу в конце декабря были отправлены на зону СВО с нашим главой Алексеем Михайловичем Иннокентьевым. И были доведены до их отцов, до их братьев. Не остаются в стороне и простые жители района. В каждом наследии для ребят на передовой шьют спецодежду, изготавливают маскировочные сети, многофункциональные носилки, обереги и многое другое. Свою огромную лепту вносят и мастерицы мастерской Комискель. С начала спецоперации они передали ребятам сотни, даже тысячи наименований спецодежды, которые они сшили своими руками, учитывая все пожелания бойцов. Плащи, накидки должны 300 штук шить. Они 3 в одном, это будет как одеяло, как плащ и как тент. Так, еще вот ребятам шьем толстовки, они из флиса. И так, и вот такие спальники шили. Они на замке, но если ее тоже с 4 сторон, если веревкой будут тянуть, она тоже будет работать как тент, закрытие, ну, как маскировочная сетка должна она работать. Подвиг и мужество нюрбинских бойцов увековечивают в Музее дружбы народов. Здесь была создана отдельная экспозиция для участников спецоперации. Конечно, для нас сегодня очень волнительный день, и сами жены участников специальной военной операции тоже приняли активное участие и передали материалы, документы, награды своих мужей. И поэтому вот общими усилиями мы сделали вот такую вот выставку у нас. И видите и видеоролики, и на экранах. Здесь есть и флаги, которые вот наши ребята с собой там. Совсем недавно здесь, в музее, по инициативе жены, матери участников СВО Варвары Плотниковой была организована иммерсивная постановка «Суруктар. Письма», в котором приняли участие и другие жены участников спецоперации. Нужно отметить, что фронтовые письма затронули каждого, кто пришел на это мероприятие. Но эта иммерсивная постановка, именно суть заключается в том, что зритель сам является участником этого представления. Героизм наших дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, мы узнали из писем, из воспоминаний. Это все те же письма. Будет у меня в музее в 3 залах. Сначала в зале Великой Отечественной войны, где будут читаться именно письма из архивных материалов наших земляков, которые воевали на Великой Отечественной войне. Во 2 зале будут те же письма, которые сейчас пишут наши ребята из специальной военной операции, которые там воюют. Там будет выставлена экспозиция, которые предоставили жены военнослужащих нюрбинские подснежники. Там будет специально будут произведения, те, которые
в данное время написано о специальной военной операции, о наших парнях, которые там участвуют. В третьем зале это будет общее, где мы будем давать дань памяти нашим героям, независимо, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Также, чтобы поддержать друг друга, жены участников специальной военной операции создали свое сообщество Нюрба-Нюркугындара. Они поддерживают друг друга буквально во всем. Не обязательно какими-то поступками, а в иной раз простыми словами. А нюрбинские подснежники, мы собрались, когда наши мужья уехали по мобилизации, мы собрались, чтобы поддержать друг друга. Потом уже появились новые проекты. Сегодня в этот день будет дан старт акции челленджа «Ты подснежник», который мы будем обращаться к любым женам, матерям по всей России, что именно наши слова поддержки будут им давать силы, мужество, чтобы ждать с победой их сыновей, мужей, братьев. Когда мой муж уехал на зону СВО, подписав контракт с Министерством обороны, ну, фактически я была не готова, если честно, да, и морально, и психологически, и даже физически. И в это время, ну, конечно, меня окружали и коллеги, родственники, друзья, но, если честно, до того момента, как человек сам лично не столкнется с данной ситуацией, он воспринимает это вообще по-другому, оказывается. Я, если честно, воспринимала раньше, до ухода мужа, конечно, старалась как могла, да, но не понимала до последнего, да, сути вообще, какие трудности испытывает, какие мысли приходят именно женам и детям участников специальной военной операции. И в это время, ну, если честно, я не могла никому не рассказывать, да, о каких-то таких моих мыслях, трудностях. И в это время именно вот Варвара Георгиевна Плотникова нашла меня, вышла на меня сама и предложила именно вступить в Нюрбинские подснежники. И мне даже ничего не надо было им говорить, рассказывать о своих чувствах, проблемах. Они это понимали молча. И молча они мне протянули руку помощи. И как и девочки до этого, да, до меня, я нашла в себе силы, взяла себя в руки и тоже, как и они, стала помогать другим, таким же, как я. Ведь одна страна – это одна большая семья.